Когда 200 мародеров вошли в музей, то обсуждали, не убить ли всех сотрудников. А те проявили невероятное мужество, укрыли в бункере 15 раненых силовиков и остались на своих рабочих местах. В Центральном государственном музее Алматы рассказали подробности нападения, когда добычей мародеров едва не стали ценные исторические экспонаты. По словам заместителя директора музея, когда 5 января в городе начались беспорядки, в музее остались лишь 7 сотрудников. Остальных отправили по домам. Около 4 часов дня участники беспорядков добрались и до этого здания. Туда вошли около 200 молодых людей. Я вышла к ним и попросила ничего не трогать. Рассказала, что здесь хранится бесценное наследие наших предков. Что если произойдет пожар, от нашей истории ничего не останется. Однако они начали ломать электронику. Нападавших интересовало, где хранится оригинал Золотого человека, где найти золотые экспонаты и есть ли в музее мечи и копия. Я сказала, что подлинника Золотого человека у нас нет. Нас спасло, что в музее было дежурное освещение, поэтому некоторых вещей в темноте было не разглядеть. Я без остановки рассказывала нападавшим о нашем музее, о его значении, продолжила замдиректора. Сотрудники музея слышали, как нападавшие предложили всех поубивать. Некоторые из них совершили в музее намаз. Спустя 5 часов, около 9 часов вечера, в музей пришли 2 парней в черном пальто. Хорошо одетые, выглядели как порядочные люди. Они сказали собравшимся, что сейчас все они пойдут на аэропорт Алматы, а затем вернутся и сделают из музея свой штаб. Затем все они ушли из музея. Ситуация осложнялась тем, что в подземном бункере музея, затаившись, сидели 15 раненых силовиков. Музейные сотрудники спрятали их, а также оказали им первую медицинскую помощь. Было их жалко, совсем молодые парни. Кто-то был ранен в руки, кто-то в ноги, кто-то в спину. Мы плакали, глядя на них, рассказала замдиректора. В ближайшие дни станет точно ясно, какой материальный ущерб был нанесен музею. Однако главное, бесстрашным сотрудникам удалось сохранить национальное наследие Казахстана в целости и сохранности. Ради этого работникам пришлось 2 суток подряд ночевать в музее. Сотрудники музея не помнят, чтобы когда-либо в жизни так боялись. Когда столкнулись с нападавшими лицом к лицу. Сейчас кажется, что это был кошмарный сон.